Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Приближается профессиональный праздник строителей. О ходе реализации крупнейших инфраструктурных проектов, о том, как правительство поддерживает застройщиков вследствие роста цен на стройматериалы, цифровизации отрасли, решения вопроса обманутых дольщиков. Обо всем этом мы сегодня поговорим с первым заместителем министра строительства Республики Саха-Якутия Галиной Геннадьевной Новиковой. Галина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем скоро в России отметят День строителя. С какими результатами подошли к этой дате и какие объекты хотите отметить? Да, у нас ежегодно на территории республики строится большое количество объектов. И несмотря на все сложности, которые у нас встречаются, и в последнее время в том числе, темпы строительства не снижаются, количество объектов не уменьшается. То есть мы делаем все возможное для того, чтобы все объекты, которые запланированы, они были введены в срок. В настоящее время, если мы говорим про объекты социальной инфраструктуры, строится около 50 таких объектов. Большое количество строится объектов в рамках национальных проектов, ну и, соответственно, за счет средств регионального бюджета, за счет средств местного бюджета и программы комплексного развития сельских территорий. Ну вот я несколько хотела остановиться. Предположим, если мы говорим про программу культуры, то строится 4 объекта. Это и в том числе Вилюйский улус, это Сунтарский улус. По объектам образования, национального проекта образования строится тоже большое количество объектов. Часть из них уже введены, в том числе есть объекты, которые строятся на территории города Якутска. Это пристрой к школе номер 5. Завершается строительство большой, вот самой первой школы, которая у нас строится на территории республики на 990 мест. Это по улице Автодорожной в квартале Прометей. Также в ближайшее время будет начато строительство школы в Жатае на 360 мест, школы по улице Пирогова, большая школа запланирована, и тоже уже подписано концессионное соглашение, которое будет начато строительство в районе ДСК. И еще здесь бы я хотела отметить, чтобы для того, чтобы объекты они были введены в срок, необходимо, конечно, проводить большую подготовительную работу. С учетом того, что у нас финансируется и республика очень активно принимает участие в заявочной кампании федерального уровня, соответственно, нужно проводить работу по подготовке земельных участков, разработке проектно-сметной документации. И уже сейчас республикой подготовлено большое количество документации, в частности, по объектам образования, спорта. Это по 10 объектам уже поданы заявки федеральные органы исполнительной власти, которые находятся на рассмотрении. Достаточно большие объемы финансирования, еще порядка 5 объектов, которые сейчас на стадии подготовки. Не можем мы сегодня не коснуться вопроса, который волнует многих якутян. Это удорожание стоимости квадратного метра жилья. С чем это связано и что предпринимает правительство республики для сдерживания роста цен? На территории республики в этом году план по вводу жилья у нас составляет 551 тысяча квадратных метров. К сожалению, сохраняется сложность со свободными земельными участками, которые не обременены какими-то другими строениями, что в основной, скажем так, основной процент ложится на стоимость квадратного метра, а также инженерная инфраструктура, отсутствие этой инженерной инфраструктуры. Здесь в этой части, конечно, правительством предпринимаются меры. Предпочтение отдается комплексной застройке, и одобрена была заявка, подписано соглашение на сумму более 4 миллиардов для того, чтобы профинансировать именно как раз инженерную инфраструктуру. Это комплексная застройка квартала «Звездный», строительство и реализация этого проекта уже, которое начато. Это комплексная застройка квартала в городе Нерингре, где точно так же будет обеспечено строительство инженерной инфраструктуры. Это тепло, вода, газоснабжение, электроснабжение, то, что в первую очередь необходимо. И также объекты социальной инфраструктуры. Это детский садик на территории квартала Воинской и 2 объекта в Жатае, это общежитие и жилой дом. Далее я хотела бы отметить, что кроме этих проектов ведется дальнейшая работа, да, то есть будут реализовываться и совсем буквально несколько дней назад было принято решение по комплексному освоению 31-го квартала, это вот Бестужево-Марлинского, Кулица, Кальвица, где также запланировано строительство многоквартирных жилых домов, это социальная тоже инфраструктура, и городом также планируется строительство, реализация проектов по комплексному освоению, это в районе Мархи, Кирзавода, то есть планы по комплексному освоению очень-очень большие.
Мгм. А как по поводу удорожания стоимости квадратного метра жилья? Ну вот для того, чтобы снизить эту стоимость или хотя бы как бы сдержать эту стоимость, да, как я уже сказала, что основной вот процент удорожания – это вот как увеличение строительных ресурсов, да, то, что повлекло за собой, и, соответственно, вот отсутствие инженерной инфраструктуры. То есть вот эти затраты, они на квадратный метр, конечно, ну, достаточно велики для того, чтобы как-то сбалансировать эту стоимость. Вот для того, чтобы сдерживать эту стоимость, как раз вот меры принимаются в части привлечения средств как федерального бюджета, так и регионального, для того, чтобы обеспечить эти кварталы комплексной застройки инженерной инфраструктурой. И вот еще также, ну, здесь еще, смотрите, вопрос еще в чем? В том, что когда спрос превышает предложение, как я уже сказала, что вот тех земельных участков, которые их недостаточно, соответственно, объектов, которые у нас вводятся, недостаточно, чтобы перекрыть тот спрос, который у нас на сегодняшний день имеется. Вот с этой целью как раз комплексная застройка, она и предусматривает более масштабные такие реализации проектов. Вот если говорить в целом про квартал «Звездный», то у нас до 2027 года должны быть построены более 30 объектов, на это многоквартирные жилые дома. Кроме всего прочего, вот как я отметила, то, что это детский садик, но там есть еще, идет реализация следующего проекта федерального, это инфраструктурные облигации, где заявка правительства республики, она одобрена. И, соответственно, еще дополнительные средства более 2 миллиардов, 2 миллиарда 600, которые будут направлены как раз на строительство социальной инфраструктуры. Это поликлиника и это школа. То есть вот как раз вот эти все объекты, которые, ну, они, естественно, будут создавать более комфортные условия, да, потому что и улично-дорожная сеть, и все условия, которые необходимы для комфортного проживания, они будут созданы. Мгм. А процессы цифровизации охватили все отрасли, в том числе и строительную. Галина Геннадьевна, расскажите, какие цифровые технологии помогают строить быстрее и безопаснее? Действительно, сейчас эта тема, этот вопрос, ну, очень активно и внедряется, и большое количество изменений федерального законодательства. Цифровые технологии, они буквально у нас, ну, рядом с нами, мы уже живем вместе с ними, и действительно необходимо принимать необходимые меры для того, чтобы процессы строительства упростить. Они были более удобными, они были бы удобны не только для предприятий строительного комплекса, но и для всех участников процесса. Да? Это и производители строительных материалов, это все другие поставщики, которые, скажем так, работают вместе с нами для того, чтобы объекты были построены и реализованы. В этой части с 1 января текущего года были внесены изменения. Одно из изменений в той части, что все объекты, которые финансируются за счет средств бюджетов, независимо федеральный, региональный или это местный бюджет, они должны проектироваться с использованием технологий информационного моделирования. Переводятся услуги в электронный вид. В этой части, соответственно, уже разработаны регламенты, и вот то, что необходимо для наших строителей, для градостроителей, для строительных компаний, которые осуществляют как комплексную, так и индивидуальную жилую застройку, и просто отдельно стоящие объекты, они получают соответствующие услуги для того, чтобы начать разрешительные документации. Вот эти услуги, они переведены в электронный вид. То есть уже разработаны регламенты, то есть эта процедура, но мы надеемся, что она должна способствовать и как-то упростить эту процедуру. Далее сейчас реализуются два больших проекта. Это ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Это как раз такой программный продукт, который наполнен всей необходимой информацией для того, чтобы принимать правильные, удобные решения по реализации тех или иных проектов, развития населенных пунктов, развития города Якутска, вообще в целом республики и всех территорий, которые у нас есть в границах, на территории республики. Это вся информация касательно наличие градостроительной документации, это сформированные земельные участки, это там градостроительные планы и так далее. И еще один проект, который у нас реализуется, это внедрение цифровой платформы строительства. Достаточно долго вопрос этот прорабатывался, выделены соответствующее финансирование, и совместно с Министерством связи сейчас он на стадии закупки находится. То есть это
такой программный продукт, который позволит нам, скажем так, отслеживать это строительство, контролировать, мониторить, начиная от формирования земельного участка, процесс инвестирования, проектирования, строительства, эксплуатации и как бы уже завершения этого объекта в конечном итоге. То есть это весь жизненный цикл объекта, это электронное взаимодействие между всеми участниками процесса. Как раз вот в этой части это соответствующая отчетность, которая нам тоже необходима, понимание, где на каком этапе строительства находится тот или иной объект. То есть внедрение этой программы, оно планируется до конца текущего года. Галина Геннадьевна, а сколько на сегодняшний день обманутых дольщиков в республике и когда они получат заветные ключи? По этому направлению ведется очень активная работа. У нас на сегодняшний день в реестре осталось порядка 5 объектов. 4 объекта – это объекты жилищного строительства и объект нежилого назначения – это гараж. 3 объекта, по 3 объектам – это 1 жилой дом в Чурапче и 2 жилых дома в городе Якутске. Это как раз в районе ДСК, где квартал Черов и компания. По ним уже есть разработанная проектно-сметная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы, уже определены застройщики, подрядные организации. Строительство этих объектов оно должно быть завершено буквально в ближайшее время. Да? 1 объект по Кальвице, где у нас идет выплата возмещения, тот объект, который был, скажем так, несмотря на то, что строительная готовность была достаточно высокой, но тем не менее фондом федеральным было принято решение о возмещении тех затрат, которые были понесены. 164 дольщика гражданина уже получили свое возмещение. Теперь работа идет над тем, чтобы этот объект исключить из проблемных объектов. Соответственно, вот то, что касается объектов нежилого назначения, он был включен в мае текущего года. На сегодняшний день те механизмы, которые по возмещению или как бы по решению проблемных объектов, они предусматривают только механизмы по жилищному строительству. После принятия уже механизмов и понимания, как это будет принято и каким образом будут эти меры решаться на федеральном уровне, тогда, соответственно, уже будет проводиться нами дальнейшая работа. Основные направления мы с вами точечно обсудили, но есть же наверняка и проблемы. Это и импортозамещение, наверняка имеется нехватка рабочих рук, это касается не только трудовых мигрантов, но и отсутствие специалистов. Много подобных вопросов поступает, какие решения вообще удается находить? Здесь вопросы решения этого, вернее, как механизмы или способы решения этих вопросов, они самые разные. Действительно, на территории республики, с учетом того, что строится большое количество объектов, вот если аналитика там показывает, предположим, по 50 объектам на начале строительного сезона или в начале строительного сезона требуется порядка 5000 рабочих рук. И способы решения этого вопроса, они действительно у всех складываются по-разному. Многие компании, у которых уже сформированы свои бригады, и они постоянно с ними работают. В этой части мы работаем как с комитетом по занятости, где проводится переподготовка. Соответственно, мы занимаемся и отрабатываем с Министерством молодежи привлечение студенческих отрядов и, соответственно, с нашими образовательными учреждениями для того, чтобы наше молодое поколение, молодые специалисты тоже приходили на объекты строительства. Галина Геннадьевна, позвольте вас поздравить с наступающим профессиональным праздником и желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. Об актуальных вопросах строительства в Якутии мы поговорили сегодня с первым заместителем министра строительства республики Галиной Геннадьевной Новиковой. До встречи в эфире.